Салам алейкум, хурматлы милләттәшләр, һаумыгыз дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Вы заметили, как в последнее время изменилась риторика у противников независимости Башкортостана и других национальных республик? Но сейчас я в первую очередь говорю о Башкортостане. Если раньше они говорили, что вы не сможете выжить, какая независимость, о чем вы говорите, вы пропадете без нас, вы загнетесь, вы начнете там воевать друг с другом. Мы на протяжении многих лет успешно разбивали эти их пугалки, так называемые. Мы говорили, что мы ни с кем не собираемся воевать, мы собираемся со всеми дружить. У нас очень сильная и мощная экономика, за счет чего мы сможем прожить. Башкортостан самодостаточен во всем. У нас есть сильная промышленность, у нас есть сильное сельское хозяйство, у нас много природных ресурсов, у нас красивая природа, что позволит нам развивать туризм. То есть у нас есть все. У нас, кстати, забыл сказать, у нас очень достаточно много населения, 4 миллиона, умного населения. А человеческий фактор сегодня играет одну из важнейших ролей в развитии того или иного независимого государства. Поэтому у нас все есть для того, чтобы мы жили и развивались как независимое национальное государство, ни от кого не зависев. Но в последнее время, изменив риторику, противники независимости Башкортостана начали говорить, что как вы сможете прожить, пусть даже если у вас все и есть, но как вы сможете прожить, если вы находитесь в анклаве. У вас нету общей границы с Казахстаном. Все вокруг вас русские территории, Россия вокруг вас. И якобы это важнейший фактор, почему Башкортостан не сможет выжить. Тут сразу я хочу задать вопрос. Что вы имеете в виду под этим, когда говорите, что Башкортостан это анклав? Но как бы сразу же логически вызревает такая мысль, что вы собираетесь нам устроить экономическую блокаду. То есть представим, что в момент кризиса Россия, там в Москве начался там большая смута, переворот, и сменилась власть. В этот момент, в слабый момент московской власти, национальные республики начали объявлять о своей независимости, в том числе и Башкортостан. Москва из-за слабости вынуждена будет признать нашу независимость. И что тогда? Тогда получается, что признав нас независимыми государствами, она устроит нам экономическую блокаду, что ли? То есть она покажет всему миру, что вот вроде бы она признала независимые государства, собирается с ними добрососедски жить, торговать, и вдруг она перекрывает нам все границы, повышает таможенные сборы, налоги, в общем, всячески экономически нас душат. Это имеете в виду, когда говорите, что вы находитесь в анклаве. Или же представим, что кризис власти, Москва слаба, все рухнуло, экономическая разруха, регионы, национальные республики начали брать власть в свои руки, начали объявлять о независимости. Москва пусть не признает, но мы все равно объявили о независимости, и вот в этот момент Москва нас душит экономически. И это тоже имейте в виду. Ну давайте поговорим об этом. Итак, между Башкортостаном и Казахстаном сегодня расположена Оренбургская область, которая мешает нам к выходу к Казахстану. У нас нету действительно общей границы. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что Оренбургская область это некогда башкирские и казахские земли, которые были отняты у двух наших республик, и из нее была сделана Оренбургская область. Вот эта река Урал, которая вот так вот вдоль идет Оренбургской области, она как раз делила башкирские и казахские земли. Сверху были башкирские земли, снизу казахские. Сделали Оренбургскую область, сделали вот эту вот такую вот прокладку, и все, Башкортостан лишился выхода к Казахстану. Хотя исторически мы всегда, как я сказал, были соседями.
дружили, экономически развивались, торговали друг с другом, ездили друг к другу в гости, роднились и так далее. Перекрыли. Но я надеюсь на благоразумие жителей Оренбургской области, ее элит, бизнес-элит, интеллигенции и так далее, что они в момент кризиса Москвы подумают о своем благополучии, о своем благосостоянии. Потому что на сегодня, на сегодня из себя представляет Оренбургская область? Это бедный регион, из которого бежит население. Разбитые дороги, разрушена вся экономическая инфраструктура. Целые населенные пункты просто стоят безлюдными. Особенно все, что касается восточнее Орска. Там что-то около 6-7 районов, которые просто катастрофически теряют население. Вот что из себя представляет сегодня Оренбургская область. Бедная, убитая и никому не нужная. Неужели жители Оренбургской области, ее лучшие умы, и дальше собираются жить вот так вот, когда у нее будет шанс, действительно шанс, уникальный шанс зажить нормально? Что я имею в виду? Оренбургская область может жить вполне комфортно, богато, если она объявит о своей независимости. Если она объявит о своей независимости, у нее есть уникальный шанс мгновенно экономически вырасти, стать богатой, серьезной страной и государством. Во-первых, самое главное, у нее очень сильное преимущество географическое расположение. Она расположена между, с одной стороны, Казахстаном, с другой стороны, богатым Башкортостаном и Татарстаном. То есть она может стать транспортным хабом, через который будут проходить торговые пути, маршруты, трассы. Очень удобное расположение. С Казахстана в Башкортостан, Татарстан там и выше, в Екатеринбург, Челябинск. Хотя у Челябинска своя граница с Казахстаном. И обратно. Из Башкортостана, Татарстана в Казахстан все будет идти через Оренбургскую область. Только за счет этого она уже может жить богато, собирая определенные налоги, трансфертные налоги, и за счет этого развиваться. Плюс у Оренбургской области есть свои запасы нефти, которыми она может торговать. У нее, кстати, есть достаточно хороший, в Орске стоит нефтеперерабатывающий завод. Орск Синтез, по-моему, называется. Вот за счет этого она может. Кстати, еще у нее очень большие запасы газа. Одни из самых больших в России. Свой газ. То есть все есть для того, чтобы просто жить и развиваться. Сегодня она просто все отдает в федеральный центр, в Москву. Москва у нее все выкачивает и бросает ее на произвол судьбы. Помним, наверное, да, как бросили Орск после наводнения. Никаких выплат людям не дали. Ничего не восстановили. Люди за свой счет, за какие-то копейки, которые дало им государство, восстанавливало свои собственные разрушенные хозяйства после наводнения. Так вот, этого не будет, когда Оренбургская область станет отдельным независимым государством. Если же она не захочет отделяться от России, захочет остаться в составе России, то будем пытаться с Оренбургской областью договариваться. Будем как-то договариваться о том, чтобы проходить через ее территорию, проходили наши грузы, наши маршруты прокладывались. Может быть, договоримся, и я сделал об этом выпуск, что мы можем купить территорию Оренбургской области, либо обменять на часть нашей территории, только чтобы у нас был выход к Казахстану. В общем, мы заинтересованы в том, чтобы жить добрососедски с Оренбургской областью, развиваться как нормальные соседи, мирно, дружно, без какой-либо вражды. Но даже если представим, что вот Оренбургская область осталась в составе России, и
вообще политика по отношению к Башкортостану и другим национальным республикам, которые объявят о своей независимости, будет достаточно такой враждебной, то у нас тоже есть на это свои контрсилы, контраргументы. Ну, во-первых, начнем с того, что Башкортостан не будет один отделяться. У Башкортостана есть соседи: Татарстан, Чувашия, Марий-Эл, Удмуртия, сегодняшняя Мордовия, которая впоследствии станет государством Эрзянмастор. Эти государства, национальные республики, тоже хотят независимости, и они тоже будут отделяться. То есть, соответственно, у нас уже образуется вот такой вот союз независимых государств из 6 республик, которые будут друг друга поддерживать, экономически поддерживать. У нас будут открыты границы, мы будем свободно друг к другу ездить, общаться и так далее. Вот уже, то есть не Башкортостан один, а уже 6 национальных республик вместе держатся. Дальше. Я надеюсь также, что на востоке, рядом с нами, сегодняшняя Челябинская область, выше там Пермский край, Свердловская область, образуют Уральскую республику. Отдельное независимое государство, которое отлично сможет прожить без Москвы. У нее тоже есть все. У нее и выход на Казахстан, у нее хорошая промышленная база, хорошее промышленное производство, у нее природные ресурсы, то есть все есть, и большое население. То есть они смогут прекрасно жить отдельно, как отдельное независимое государство. Но даже если представим, что и они остались в составе России, и Оренбургская область осталась в составе России, а вот отделились там Башкортостан, Татарстан, там Чувашия, Мордовия, дальше там Коми, Саха-Якутия, Бурятия и так далее. Что в этом случае произойдет? Если Москва нас будет давить экономически, ставить нам экономические барьеры, там, повышать налоги, транспортные налоги, там, проверка паспортов постоянно, ну, в общем, постоянно нас будет максимально душить. Мы можем ответить им тем, что, во-первых, посмотрите на карту федеральной трассы. Все федеральные трассы проходят, серьезные федеральные трассы проходят через Башкортостан, через Татарстан, через другие поволжские республики. Мы тоже можем их перекрыть, если уж на то пошло. Если вы не хотите с нами торговать, если вы не хотите с нами дружить мирно и пытаетесь нас заблокировать, ну, в эту игру можно играть вдвоем, как говорится. Мы тоже вас можем заблокировать. И вам придется объезжать, строить новые трассы и так далее, но это вам влетит в копеечку. Дальше. Помимо федеральных трасс, посмотрите на карту трубопроводов, нефтяных трубопроводов. Тоже все нефтяные трубопроводы, большое количество идет их через Башкортостан, через Татарстан, через Удмуртию, Чувашию и так далее. Мы тоже можем вам просто все перекрыть, если вы нас будете душить экономически. Сейчас Москва и все другие регионы России, многие другие регионы России страдают от нехватки бензина, потому что ВСУ вышибает один за другим нефтеперерабатывающие заводы. И мы можем вам устроить точно такую же блокаду, когда у вас не будет хватать бензина, а те трубопроводы, которые там есть, другие, с других регионов, их не хватит. Той нефти, которая там идет по этим трубопроводам, ее просто не хватит, чтобы обеспечить такой огромный мегаполис, как Москва, Московская область, там, ну и другие крупные города России, Нижний Новгород и так далее. Поэтому мы тоже, как говорится, можем вам сделать больно. Давайте теперь посмотрим газопроводы. То же самое. Газопроводы идут через Башкортостан, через территорию Башкортостана, через территорию Татарстана и другие поволжские республики. Если мы подключаем здесь 6 Урало-Волжских республик, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Марий-Эл, Удмуртия, Мордовия, будущий Эрзянмастор, а сверху еще Республика Коми, то вы тоже окажетесь в блокаде, в газовой блокаде. Мы вам тоже отрежем весь газ. И все, друзья. Поэтому, когда говорят, что
независимый Башкортостан, Татарстан – это ключ к распаду России. Это не просто слова, это объективная реальность. Мы действительно можем перекрыть Москву от всех поступлений нефти и газа с востока, с восточных ее территорий. Если мы это сделаем, другие территории автоматически начнут отсоединяться, договариваться с нами и становиться независимыми государствами. Вот и все. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот вы находитесь в анклаве, подумайте, что это точно так же может обернуться против вас, и уже вы останетесь в анклаве. А мы без вас, без вот этой вот центральной России, которая находится, например, на территории сегодняшнего федерального округа, она останется в анклаве, а мы все остальные будем развиваться. Я надеюсь, и Самара тоже. Самара, Саратов, Волгоград создадут свою отдельную Волжскую республику. Уже есть такие проекты. И будут прекрасно жить без Москвы. А там дальше Кубань, юг России, Кавказ. Поэтому у нас ключи от вашего благосостояния, от благосостояния Москвы. У нас эти ключи, а не у вас. И мы будем, в случае чего, диктовать условия. Мы будем говорить о том, сможете вы получать бензин, газ или нет. Поэтому мы сразу говорим, я не собираюсь воевать, я не собираюсь угрожать. Я хочу, чтобы вы признали независимость наших республик, спокойно отпустили нас, выстроили с нами добрососедские отношения. И все, будем жить, развиваться, торговать, ездить друг к другу в гости, потому что никто друг от друга же не уходит. Ну, то есть территориально мы не перемещаемся куда-то там на Марс. Мы как жили на своей территории, так и остаемся жить. Как жили татары рядом с нами, так и остаются с нами жить. Как жили рядом с нами уральцы, так и остаются жить. Все друг с другом будем торговать, развиваться, ездить друг к другу в гости, вместе праздники отмечать. Приходите к нам в гости, милости просим, вы к нам, мы к вам будем ездить в гости. Но нужно, чтобы все это было мирно. Никто ни с кем воевать не хочет. Но я просто еще раз вам говорю, что блокаду можно устроить не только нам, но также и мы можем устроить эту блокаду. Поэтому, друзья, прекращаем угрожать, прекращаем говорить о том, что вы не сможете прожить. Сможем, еще как сможем. И еще будем жить очень богато, успешно. Все будут довольны. Все жители нашей республики, многонациональной республики Башкортостан, вне зависимости от национальности и вероисповедания. На этом все. Хау булығыз, хурмәтле милләттәшләр, осышырга тиклем.